Здравствуйте. В эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Мировые цены на нефть опускаются, несмотря на рост геополитической напряженности после ракетных атак по Сирии. Об этом свидетельствуют данные торгов. На 8:34 по московскому времени стоимость нефтяной смеси марки Brent снижалась на 1,3% до $71.83 за баррель, а стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,91% до $66.78 за баррель. Курс доллара по итогам торгов пятницы составлял 62 рубля 5 копеек, а по данным на 16 апреля составляет 61 рубль 43 копейки. За 1 евро дают 75 рублей 75 копеек. Российская Федерация разработала законопроект, который предусматривает введение контрмер в ответ на санкции Соединенных Штатов. При этом ответные меры на санкции США не повредят российской экономике, заявил вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович. Цитата: «Мы будем принимать те меры, которые в наших интересах. Мы не будем вредить себе, не будем вводить какие-либо меры, которые могут повредить нашему собственному производству, нашей конкурентоспособности», сказал Дворкович. Министерство сельского хозяйства предложило запретить производство и продажу сыроподобной продукции, пишет газета «Известия». Согласно техническому регламенту о безопасности молока и молочной продукции, сыры и сырные продукты должны содержать не более 50% растительных жиров. Если же их больше, речь идет уже о сыроподобной продукции, которая, тем не менее, часто представлена на полках магазинов именно как сыр. Ведомство отмечает, что увеличение количества такого продукта приводит к снижению потребности в сыром молоке, что негативно отражается на сельскохозяйственной отрасли в целом. В рамках круглого стола «Дальневосточный гектар от выдачи к освоению» состоялся учредительный съезд общественного движения «Мы гектарщики». В мероприятии приняли участие делегаты от региональных отделений из всех 9 субъектов Дальневосточного федерального округа и Московской ячейки. Участники сообщества обсудили ключевые положения формируемого общественного движения, а также подписали устав. Участники движения планируют аккумулировать практический опыт получения земельных участков и ведения проектов на гектаре. Вместе с тем будет проведена масштабная работа по формированию предложений по актуализации мер государственной поддержки освоения дальневосточного гектара. Парк Ленские столбы в ряду других природных национальных парков страны с 2019 года перестанет получать бюджетные деньги и перейдет на обеспечение за счет штрафов и других сборов с нарушителей. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера Александра Хлопонина. При этом оговаривается, что само создание национальных парков и заказников будет осуществляться за счет средств, предусмотренных Минприроды Российской Федерации в федеральном бюджете для развития особо охраняемых природных территорий. Завоз грузов в населенные пункты Якутии уже превысил плановые показатели. До официального закрытия автозимников работа будет полностью завершена. Плановый объем завоза грузов составляет 644 тысячи тонн, но уже сегодня завезено 658 тысяч. ГУП ЖКХ Республики и Сахаэнерго свои грузы доставили более чем на 95%, Теплоэнергосервис на 112%. Саханефтегазсбыт осуществил завоз более чем на 110%. Минтранс структурирует вторую часть проекта развития БАМа и Транссиба, которая позволит через 6 лет сократить скорость грузоперевозок через всю страну до 7 суток, сообщил министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов. Цитата: «Мы структурируем вторую часть проекта развития БАМа и Транссиба. Первая часть успешно реализуется сейчас. Мы уже увеличили провозную способность БАМа Транссиба с момента начала на 40 миллионов тонн. В целом она будет увеличена более чем на 60 миллионов. Это первый этап», сказал министр. Второй этап будет предполагать увеличение до 180 миллионов. Расшивка узких мест позволит увеличить скорость прохождения грузовых составов в восточном и западном направлении, доведя за 6 лет эту скорость до 7 суток от восточных границ страны до западных. Около 5 миллионов автомобилей в России зарегистрированы на юридические лица. Таковы данные аналитического агентства «Автостат». Это почти каждый 10-й автомобиль от всего автопарка страны, который на начало 2018 года чуть превысил 50 миллионов единиц. В зависимости от типа транспортных средств доля юридических лиц в парке заметно отличается. Меньше всего в собственности юрлиц легковых автомобилей, всего 4%, а грузовиков более 50%. Больше всего в собственности юридических лиц автобусов, 71%. Хотя самих автобусов среди общего количества транспорта всего 285,5 тысяч штук. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.